Здравствуйте! В эфире новости в студии Султания Ситакаева. Сегодня в программе. Трагическая утрата крымско-татарского народа. Ушел из жизни Февзи Якубов. Сотрудничество двух республик Крым и Турция подписали соглашение. История Крымской астрофизической обсерватории. Как проходят исследования и наблюдения научных сотрудников за небесными телами. Туристический поток в Ханский дворец Бахчисарая. Какие впечатления дарит резиденция крымских ханов? Ушел из жизни Февзи Якубов, почетный гражданин Республики Крым, основатель Крымского инженерно-педагогического университета, доктор технических наук, профессор. Всю свою жизнь он посвятил науке и знаниям. Ему удалось создать учебное заведение в сложных исторических условиях. Сейчас Крымский инженерно-педагогический университет – одно из лучших в республике. Он смог преодолеть множество препятствий и начать строительство Центра полиэтнической культуры молодежи. Ему было 82 года. Это большая потеря не только для его семьи, но и для всего Крыма. Многие его запомнят особым учителем, упорным и целеустремленным человеком, замечательным и веселым другом. Телеканал «Милет» выражает соболезнования его семье и всем крымчанам. Прощание с Февзи Якубовым пройдет в воскресенье, 25 августа в Кипу с 10 до 11:00. Хоронить его будут в этот же день на кладбище Абдал в 13:30. Глубоко скорблю в связи с кончиной почетного гражданина Республики Крым, президента Крымского инженерно-педагогического университета Февзи Якубовича Якубова. Это невосполнимая утрата. Талантливый ученый и педагог, человек высоких нравственных качеств, Февзи Якубович пользовался заслуженным уважением крымчан. Он внес весомый вклад в развитие Крыма, в укрепление межнационального согласия на крымской земле. Выражаю самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Февзи Якубовича Якубова, коллективу КИПУ, разделяя постигшее вас горе. 61 миллион рублей выделят на ремонт дорог и построят модульный спортивный зал. Такие поручения дал глава республики на выездном совещании по проблемным вопросам Красногвардейского района. Были определены и основные проблемные вопросы региона. Болевыми точками, как во всем Крыму, стали плохие дороги, перебои в работе транспорта и сфера здравоохранения. В ходе доклада по последней теме Сергей Аксенов поручил Министерству здравоохранения Крыма ускорить сроки подготовки проектно-сметной документации по строительству Красногвардейской больницы в селе Восход. Также добавил, что в 2020 году планируется приобрести передвижной ФАП для поселения. Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов посетил перинатальный центр в Симферополе. Парламентарий ознакомился с работой медицинского учреждения и пообщался с врачами. Перинатальный центр в Симферополе – один из немногих медицинских центров в Южном федеральном округе, где принимают осложненные по медицинским показаниям роды. За прошедшие 2 месяца здесь спасли жизнь 20 новорожденным. За вот эти 5 лет мы получили в больнице Машка более 500 единиц высококлассного, высокоточного оборудования, которое совместно с нашими высокоспециализированными специалистами позволяет нам работать и улучшать качество оказания медицинской помощи. В ходе визита Владимир Константинов осмотрел палаты, посетил операционную и стимуляционный центр. Люди здесь потрясающие, с очень хорошими традициями коллектив, который достиг очень высоких технологических уже вершин. Крым и Турция возобновили сотрудничество. В Симферополе трехсторонний договор подписали Южный региональный центр поддержки экспорта, Совет крымских татар при главе республики и Турецкий международный клуб друзей Крыма. Цель соглашения – развитие экспорта, продвижение предпринимателей малого и среднего бизнеса на международном рынке. Мы точно уже знаем, что это будет направление и строительство, и продукты питания, и туризм, и кожевенное производство. Поэтому логистика обязательно будет. Тоже у нас уже заявились логисты. Турция – это самый ближайший наш партнер. И мы надеемся, что мы возобновим активную работу Турция-Крым. Также планируются совместные культурные, образовательные и спортивные проекты. А пока стороны готовятся к экономическому форуму и гастрономическому фестивалю, которые пройдут в сентябре этого года.
Мы уже работаем непосредственно с теми предпринимателями, которые осуществляют эту деятельность, поэтому в том числе и крымские татары сейчас будут участвовать в этом гастрошоу, которое будет проходить в Турции. И в дальнейшем у нас сейчас уже наметилась встреча на турецкой стороне с бизнесменами Турции, где мы обсудим возможности их сюда приезда для того, чтобы открывали свой бизнес. У нас есть несколько инвестиционных проектов, мы их там будем презентовать и их приглашать к себе. Мы с нетерпением ждем наших партнеров. Отношения между Крымом и Турцией станут новым этапом для обеих сторон, потому что для Турции самая близкая область — Крымский полуостров, и наоборот, отношения между этими регионами станут их продвижением. Символ страны, история поколения. В Крыму продолжают отмечать День российского флага. Больше сотни людей собрались на центральной площади столицы, чтобы развернуть самый большой флаг России за всю историю Крыма. Историческая справка флага и значение цветов триколора в сюжете Севили Меметовой. Более сотни детей протянули над головами триколор. Артековцы отмечают День флага России. В лагере Янтарном на Костровой так называют уличную сцену в Артеке. Торжественная линейка. Далее в программе спортивные соревнования. Победу в них дети посвятили празднику. Завершилось мероприятие викториной на знание государственной символики. Белый, синий, красный. Российскому триколору в этом году исполнилось 350 лет. День государственного флага – одно из главных символов страны. Празднуют по России концерты, автопробеги, флешмобы. В регионах Крыма праздник отмечают уже 5-й год. В честь праздника водрузили флаг на вершину горы Айпетри на высоту почти 1300 метров. Кроме того, российский триколор был водружен на одном из каменных зубцов Айпетри, где обычно вывешивают знамя победы. Шары в небо. Более 60 человек выпустили трехцветные воздушные шары с террасы одного из торговых центров Симферополя. Символы государственности, они очень важны для нас и, конечно же, для воспитания молодого поколения. Флаг – это гордость нашей страны. А это площадь Ленина в Симферополе. 150 зонтиков крутятся в унисон в танце. Молодежь развернула полотно весом в 100 килограммов и длиной 28 метров. Это самый большой флаг в истории современного Крыма. Автопробег в честь праздника. Под рев мотоциклов и моторов машин симферопольцы и гости столицы пронеслись по проспекту Кирова. Вечером на центральной площади столицы прошел концерт, где выступили звезды отечественной эстрады. Севиля Меметова, Ильмаз Аблакимова, телеканал Милет. На улице Краснознаменная в Симферополе начался ремонт дороги. На километровом участке в центральном районе обновят дорожное полотно и тротуары. Также на дороге шириной 6 метров оборудуют бордюры. Планируем до конца месяца закончить ремонтные работы по Краснознаменной. В Крыму вот уже 2 дня работает фестиваль «Таврида Арт». В Судаке собрались около 4500 молодых деятелей культуры из 85 регионов страны. На территории арт-кластера размещено 8 площадок. Для зрителей подготовлена концертная программа с участием звезд российской эстрады, разнообразные фестивали, световое шоу и фейерверки. Всего запланировано более 800 событий. Здесь, на фестивале «Таврида», мы представляем свой молодежный такой концепт. Он называется «Долголетие начинается сейчас. Start it now». И он рассказывает об ответственном и осознанном отношении к своему здоровью, к своему образу жизни и к своему долголетию с молодых лет. Потому что, чтобы в 80 лет чувствовать себя активным, здоровым и счастливым, надо задумываться об этом уже в 20. 75 лет наблюдений за космосом. В сентябре Крымская астрофизическая обсерватория поселка Научный Бахчисарайского района отметит юбилей. Сотрудники научного центра рассказали об исследованиях, которые тут ведутся на протяжении десятилетий. Диана Бекмамбетова с подробностями.
Сейчас мы находимся на башне солнечного телескопа на высоте 15 метров над землей. Здесь проходят научные исследования. Ученые могут узнать, как будет меняться климат на нашей планете. Сергей Назаров, научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории, рассказывает о важности наблюдений за Солнцем. Активность желтой звезды постоянно меняется. Это влияет на работу сложной техники. Это телескоп для наблюдения за звездами, один из крупнейших в Европе имени Григория Шайна, советского астронома. Он исследовал малые планеты Солнечной системы. Сейчас в коллективе обсерватории трудится больше 300 сотрудников, из них 16 докторов наук. Хорошее небо – это залог успеха для наших астрономов. У нас, будем так говорить, основные два направления. Есть звездный отдел, который работает ночью, наблюдает за ночным небом. Есть солнечный отдел, который наблюдает за Солнцем. То есть и тем, и другим нужна хорошая погода. Первые два телескопа на полуострове установили в 1907 году сотрудники Пулковской обсерватории. Крымское астрофизическое отделение основали в 1945. Климат полуострова подходит для круглогодичных наблюдений. Здесь много ясных дней и чистый воздух. Наша работа состоит из таких вот крупиц, которые, простому такому несведущему, неискушенному человеку покажутся скучными. У нас рутина. Понимаете, как известно, что работа ученого – это, не помню сколько там, 90% пота и 10% вдохновения. Молодые специалисты обсерватории ведут кружок астрономии в поселковой школе. Мы имеем возможность выводить наших детей на башне. Наблюдения они вместе с научными сотрудниками не проводят, но общение, я считаю, что дает плюс и для тех, которые мечтают связать свою дальнейшую жизнь с обсерваторией. В ближайшие 2 года в обсерватории планируют обновить оборудование телескопов. На это Российский научный фонд выделил 18 миллионов рублей. Диана Бекмамбетова, Герай Абдулаев, телеканал Милет. Бахчисарайский ханский дворец бьет рекорды. Этим летом исторический объект посетило более 100 тысяч человек. Туристы из разных стран мира приезжают посмотреть на резиденцию крымских ханов, старинные улочки, архитектуру зданий, орнамент и предметы быта крымских татар, сохранившиеся до наших дней. Подробнее далее в сюжете. Фотографии на фоне старинной ханской мечети и экскурсии по старинным резиденциям ханов. А здесь родовое древо крымских ханов. Хаджигерай – основатель династии, потомок Чингизида в 10-м поколении. Чаще всего посмотреть на исторический объект хан-сарай в Бахчисарае приезжают гости из Германии, Франции и Китая. Это дербе было возведено для той самой любимой женщины хана Крыма Герая. Марат Джайнаков вместе с семьей на полуострове. Впервые сюда приехал на своем автомобиле, преодолев более 2000 километров. Сам он родом из Казахстана, но уже 30 лет живет в Германии. Путешествует часто, а вот Крым и архитектура ханского дворца его особенно впечатлили. Крым была всегда мечта наша посмотреть, посетить, увидеть. А в принципе мы были по Европе во многих местах, скажем так. Но красивее, чем здесь, я еще нигде не видел, да. Вот это все натуральное, все природа, вообще очень красиво. Не сравнится ни с какой Швейцарией или Италией. Ханский дворец уже на протяжении века является главным туристическим объектом среди туристов из-за границы и со всей России. Вот, к примеру, на этой площади в 16-17 веке не было никакой растительности. Это сейчас здесь посажены розы и деревья. Здесь собиралась личная гвардия хана, проводились празднования и состязания. Ежегодно ханский дворец посещает более 3000 человек, в основном туристы из России. Марина из Красноярска, преподаватель английского в университете. В Крыму второй раз. Мы объехали практически весь мир с мужем. Где мы только не были, если это вам каким-то образом интересно. Но отдать дань отечественному производителю всегда как-то, я считаю, даже какой-то патриотизм. Поэтому вот что касается того, что все реставрируется, все сохраняется, что как-то там очень бережно ко всему отношение.
Ну, мне это приятно. Вообще, как русскому человеку, как преподавателю вдвойне. Ханский дворец был построен в Бахчисарае для резиденции династии Гераев, которые правили Крымским ханством в течение 250 лет. Начиная с 1532 года и по 1783 год был центром культурной, политической и духовной жизни крымских татар. Ханский дворец олицетворяет собой историю как самого государства, которое возникло в Крыму, так и крымско-татарскую нацию, которая сформировалась благодаря государственности. Люди приезжают, интересы разные. Конечно, вот интерес связан с Востоком. То, что вот именно Ханский дворец отображает историю Крыма, взаимоотношений с Россией, с другими государствами. Народ ищет, наверное, люди приезжают, чтобы, наверное, понять где-то себя, да, самоидентифицироваться, потому что это взаимосвязь и преемственность исторических событий и нахождение своего места в этом мире. На сегодняшний день Ханский дворец – это одна из главных достопримечательностей Крыма. Ежегодно историко-культурный музей посещают более 500 000 человек со всего мира. Мухаммед Зикряев, Эльдар Заитов, телеканал «Милет». Это все новости на сегодня. Оставайтесь с телеканалом «Милет». Хорошего вечера.